Я это видео, наверное, напишу заголовки Акбарсу, нефтехимику. Вот там как-то исходишь завистью некоторые казанцами, жители Нижнекамска. Вот если бы из Набережных-Челнов, из других городов организовали бы рейсы на хоккей, допустим, в тот же Нижнекамск, недалеко, да, чтобы люди могли поехать, посидеть, посмотреть хоккей. А самостоятельно поедешь, потом вряд ли оттуда уедешь в свой город. У нас тут миллион населения, не зря у нас есть, значит, аэропорт международный второй в Нижнекамске, там рядом, Бегишево. Миллион населения. Это в Казани миллион населения и в этом регионе. Ездили бы тоже болельщики. Там иногда полупустые трибуны. Смотришь. Если меня смотрит Акбарс, кто-то из команды, ну, во-первых, хотел бы сказать, ну, замечательная команда, молодцы. Но когда изредка вот случается что-то там, да, что они какой-то матч, знаете, весь день, допустим, настроение не очень. И тут, если еще любимая команда проигрывает, и, блин, однажды взял и написал ВКонтакте, там, меня удалили. А я подумал, интересно, а почему вот учитель, врач получает, можно сказать, образно говоря, сущие копейки, их можно критиковать. А хоккеисты, которые получают далеко не копейки, мягко так скажем, их нельзя. Тут же удаляют тебя из числа участников. Там не было оскорбления, там не было нецензурщины, там не было непечатных выражений. В целом, конечно, Акбарс как бы не сглазить. У татар замечательная поговорка есть. Я ее немножко поделикатнее выражу. Невесту, которую перехвалили, она на свадьбе испортила воздух. Поэтому не хочется перехваливать. Молодцы, приятно очень. Вот. И что хотел сказать. Говорили, что в советское время, когда наша команда выигрывала, то производительность труда на второй день вырастала по стране. Это не шутка, да, не вымыслы чьи-то, журналистов. На самом деле так. Так же, как, допустим, 17 мгновений весны, когда показывали сериал, то, говорят, по улице пустели и преступность падала. Вот. Обращаясь к игрокам команды, нашей любимой команды, Акбарс, что сказать бы хотел? Дорогие наши, дело в том, что для некоторых лучшее лекарство, да и лекарства подорожали, лучшее лекарство не купишь, конечно. Лучшее лекарство – это настроение, это иммунитет повышает человека. Сейчас, знаете, вот погода какая, да. Вот я всегда считал, что зима единственная. Как там сказал Мастер и Маргарите, один, значит, из зала там, значит, кто у нас там? Кто-то со сцены, Воланд, не Воланд, кто-то там, Коровьев ли сказал, вы, дескать, в адрес кого-то. Это вы же сказали, что если бы не покер, то жизнь была бы в Москве невыносима, да? Понимаете, если бы не хоккей, то невыносимо иногда вот. Погода вот такая, не располагает к радости, там, к оптимизму. Цены, люди вокруг идешь там. Ну, много таких факторов, которые не благоприятствуют, которые не способствуют поднять настроение. И самочувствие человека, здоровье даже подчас зависит от его настроения. И когда переживешь, ну, настоящий бойцовский поединок, когда наши батыры настоящие бьются до последнего, из последних сил, я даже как-то хотел сказать, ну, подумаешь, им там хорошо, а мы тут сидим у экрана, переживаем за них, им-то хорошо. Потом, знаете, еще одно хотел добавить. Вот не сочтите за странность, просто уж как реплика такая, немножко эксцентричная. Как-то, знаете, не согласуется со справедливостью.
Человека удалили за штраф удалили за нарушение правил, да. Его коллеги, что ли, соклубники в это время напрягаются, рвут жилы, да. А этот отдыхает. Может, пора пересмотреть правила, выпустить его. И пусть он без отдыха там работает дополнительно. Пусть он работает. Сидит он, отдыхает. Я не думаю, что тренер у них там, главный тренер, они похожи на очень интеллигентных людей. Вряд ли смогут ему донести во всей красе, выразительности то, что мы о них думаем, когда человек там... Вот игра была с Салаватом Юлаевым, когда какое-то нарушение у ворот. Да блин, с таким трудом забили. Столько сил команда положила. А один свалил. И все на смарку, и весь результат. Вот. Ну, опять повторюсь насчет того, что игра ваша очень важна, ибо вы выполняете важную социальную роль. Вдохновенные ваше вдохновение передается зрителям, вашим зрителям, любителям, поклонникам, которые искренне во всех, я уверен, во многих точках, если не во всех точках Земли, они с удовольствием смотрят. Я даже, знаете, была встреча выпускников журфака университета в Екатеринбурге. И мой, значит, тогда студенческий друг, мы с ним все время друг другу подначивали. Он к татарам где-то с юмором относился. Иногда юмор у него, конечно, переходил границы дозволенного, но я пресекал. И когда встречаемся через много лет, он говорит, он живет в Орске, редактор газеты, дважды или трижды был депутат Заксобрания, или как там у нас, Оренбургской области. Он мне говорит, а я болею за Акбарс. Он как житель Урала не болеет за Салават Юлаев, он не болеет за Екатеринбург, автомобилист, да, не за Челябинск, там, значит, трактор, не за, как там, Магнитогорский, да, у них там, сейчас, секундочку, Металлург. Он болеет за Акбарс. Акбарсу, или как, любви к Акбарсу все возрасты покорны. У татар говорят, хороша веревка длинная, а речь короткая. Акбарс, верим в вас, надеемся и любим. Удачи в борьбе за кубок Гагарина, за 4-й кубок. Алга, Акбарс.